История возникновения кори, как и многих других болезней, доподлинно неизвестна. Однако человечество знакомо с ней с давних времен. Корь является одной из самых тяжелых и легко передающихся от человека к человеку болезней. О том, как нужно правильно бороться с этой болезнью, что является основной причиной распространения кори, с каких регионов и республик идет большее распространение этого заболевания, какую опасность несет в себе эта болезнь для тех, кто не болел корью, какие клинические проявления кори существуют и каким образом с нею необходимо бороться, обо всем об этом очень раскрыто нам рассказала врач-эпидемиолог Канашского межтерриториального медицинского центра в городе Канаш Светлана Московская. Добрый день, я врач-эпидемиолог, работаю в Канашском медицинском межтерриториальном медицинском центре, и сегодня мы с вами поговорим про корь, потому что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори стала нестабильной не только в разных странах, но и в нашей Российской Федерации. По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы в ряде стран африканского и восточно-среднеазиатского регионов регистрируются большие вспышки кори. В основном это страны Пакистан, Индия, Афганистан. Но также неблагополучная эпидемиологическая ситуация складывается у нас и в странах ближнего зарубежья. Прежде всего это Украина, Казахстан и Таджикистан. За 2023 год зарегистрировано более 150 тысяч случаев кори с регистрацией в 150 странах мира. Основными причинами неблагополучия является снижение охватов профилактическими прививками и отказ от профилактических прививок против кори. Неблагополучие по кори в разных странах мира создает дополнительный риск осложнения эпидемиологической ситуации в нашей стране. В настоящее время заболевания корью регистрируются у граждан, прибывающих из стран ближнего зарубежья с целью осуществления трудовой деятельности. В основном, конечно, это Украина, Таджикистан и Казахстан. По состоянию на 23 апреля 2023 года корью в нашей стране заболело более 1000 детей. И регистрация кори произошла у нас в 44 регионах страны. Что же такое корь? Корь – это острое, высокозаразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Основным источником болезни является больной человек. Больной человек заразен в течение 10 дней со дня заболевания. Инкубационный период длится от 7 до 21 дня. Повторяю, что корь распространяется воздушно-капельным путем. Это через кашель, разговор, чихание и может передаваться через зараженные частички пыли. После контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Почему? Потому что вирус кори обладает высокой летучестью. Он может распространяться по вентиляционной системе и шахтам лифтов по всему дому. Вот такой пример. Если заболевает человек или ребенок на первом этаже 9-этажного здания, то вирус кори распространяется по вентиляционным каналам вплоть до 9 этажа. И все те лица, дети и взрослые, которые не переболели корью, которые не имеют прививок от кори, они обязательно заболеют в 100% случаев. Поэтому действия медицинских работников будут очень сложные и усиленные. В течение первого времени от момента выявления больного медицинские работники должны составить списки всех тех, кто не имеет у нас прививок, кто не переболел, и
буквально в течение 72 часов мы должны провести вакцинацию всех этих лиц для того, чтобы далее заболевание у нас не распространилось по территории. Клинические проявления кори. Первый катаральный период. Он начинается резко с повышения температуры до 39-40 градусов. Появляется насморк, кашель, конъюнктивит, воспаление век, нарушение сна. И появляется признак отличительный для кори. На слизистой оболочке щек появляются белесоватые пятна, так называемые пятна Бельского филатового кублика. Этот период длится от 3 до 5 дней. Далее появляются высыпания. Это второй период клиники данного заболевания. Высыпания начинаются на 3-4 день. Они появляются бурые пятна, начинаются с головы, на коже головы, лице и шее. На второй день пятна появляются уже на спине, груди и руках. И на третий день сыпь появляется на всем теле, вплоть до стоп ног. То есть сыпь является тоже одним из проявлений данного заболевания. Кроме того, что кори является высококонтагиозным заболеванием, при котором заболевает 100% людей, то еще, оно характеризуется очень серьезными осложнениями. При данном заболевании возникают такие осложнения, как бронхит, пневмония, отит, воспаление мозга, энцефалит. Есть особенности протекания данного заболевания у взрослых. У взрослых это заболевание протекает гораздо тяжелее, чем у детей. Температура резко поднимается до 40-41 градуса. Человек сразу теряет силы и требует постельного режима. Высыпания у взрослых людей проявляются также и в той же последовательности, как и у детей, но более интенсивные. Выздоровление взрослых происходит гораздо медленнее, и восстановление после болезни гораздо медленнее. И характеризуется очень, опять же, серьезными осложнениями. Это пневмония, это менингоэнцефалит, это поражение мочевыводящих путей, нервной системы. То есть, еще раз хочу сказать, что заболевание у взрослых протекает гораздо тяжелее, чем у детей. И в основном требует госпитализации больных взрослых корью. Симптоматического лечения кори не существует, только этиологическое лечение с теми признаками, которые появились у больного. Это снижение температуры, борьба с кашлем, с насморком и так далее. И основная мера профилактики того, чтобы не заболеть корью, это, конечно же, вакцинация. Вакцинация детей и взрослых. В нашей Российской Федерации имеется национальный календарь профилактических прививок, который обязывает проводить прививки детям и взрослым следующего контингента. Деткам делается вакцинация против кори в 1 год. Далее повторная вакцинация проводится уже в 6 лет, так называемая ревакцинация. Кроме детей, вакцинации подлежат взрослые до 35 лет включительно, если они не переболели корью, если у них нет прививок против кори, если у них нет документально подтвержденных данных, что им проводилась вакцинация, или если есть документально подтвержденная документация о том, что им была проведена одна доза вакцины.
Значит, далее вакцинации подлежат у нас еще лица, так называемые декретированные группы, которые имеют контакт с большим количеством людей. Это в первую очередь медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники торговли, общественного питания, транспорта, коммунальных услуг. Значит, эти люди вплоть до возраста 55 лет могут получить прививку от кори, если, опять же, они не переболели корью до настоящего времени, если у них нет сведений о проведении прививки против кори или есть документальное подтверждение, что прививка была проведена однократно. Значит, прививки в основном мужчинам у нас проводятся в армии или до ухода в армию. Прививка от кори обязательно беременным женщинам, если до этого времени она не переболела корью и не имеет прививки от кори. Значит, еще раз повторяю, это основная мера профилактики. Для того, чтобы не заболеть корью, это необходимо прививаться своевременно, каждый по своему возрасту. Значит, учитывая, что неблагополучная ситуация по кори у нас имеется во всем мире, хотим предупредить лиц, которые выезжают за рубеж, что если у вас нет сведений о прививках, если вы не болели корью, вам необходимо привиться и сделать прививку от кори за 2 недели до выезда в зарубежные страны для предупреждения данного заболевания и завоза в нашу страну. Если возникает очаг кори у нас в детском или дошкольном учреждении, то обязательно накладывается карантин в данном учреждении на 21 день. В этот период в детское дошкольное учреждение или в школу не принимаются дети, у которых нет данных о проведении прививок, дети, которые не переболели корью, а за теми детьми, которые находятся в этом очаге, в течение 21 дня проводится медицинское наблюдение, проводится термометрия, осмотр кожных покров с целью раннего выявления клинических проявлений нового больного. Если вы заподозрили данное заболевание у себя или у своих близких, обязательно необходимо обратиться в медицинское учреждение или вызвать врача на дом с целью ранней диагностики, проведения лечения и проведения первичных противоэпидемических мероприятий для того, чтобы изолировать больного и чтобы не заразить других людей и не стать источником распространения данного заболевания на данной территории. Спасибо за внимание. Людмила Матвеева, Галина Семенова. Канашский межтерриториальный медицинский центр.